Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. 22 января в Центральной избирательной комиссии началась регистрация инициативных групп и партий. Она проводится согласно утвержденному календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов президента Республики Абхазия. Регистрация продлится до 11 февраля. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамас Гоги рассказал, какой перечень документов нужно предоставить кандидатам и пополнился ли этот список с момента выборов 2019 года. Все необходимые подготовительные работы проведены. Заседание Центральной избирательной комиссии предварительно провела все заседания, утвердили необходимые документы, которые должны предоставляться инициативным группам для предоставления в ЦИК уже в соответствии с требованиями закона. Перечень он стандартный, за одним небольшим исключением. Вы знаете, что буквально недавно законодательно было закреплено обязательность создания избирательных фондов для кандидатов в президенты. Обязательность подразумевает в обязательном порядке их создать, представлять необходимую информацию о счетах в коммерческих банках и структурах. Но при осуществлении этих требований у нас возникли в прошлый раз проблемы с коммерческими структурами. Это финансовыми коммерческими банками, которые, ссылаясь на закон о тайне банковских вкладах, то есть статью закона о банках и банковской деятельности, в котором говорится о тайности банковских вкладов, что без специального согласия вкладчика они такую информацию предоставлять не могут. И нам было очень трудно получать данную информацию, в связи с чем мы разработали определенный документ, который дает нам возможность, предоставив коммерческий банк, получать ту самую необходимую информацию. Со своей стороны мы согласовали данный документ с представителями Национального банка, с юристами, в общем, и согласованный документ был утвержден, и он включен как один из дополнительных документов, которые будет представлять нам претендентов в кандидаты президента Республики Абхазия. В Народном собрании Абхазии состоялось совещание, на котором была обсуждена общественно-политическая ситуация в стране. Кроме того, депутаты планировали принять обращение к народу Абхазии. Однако документ так и не был принят. Почему, расскажет Исмагуланзе. Открывая совещание, спикер парламента Валерий Кварчи отметил непростую общественно-политическую ситуацию, сложившуюся в республике в преддверии выборов. Именно с целью обсуждения этого вопроса и поиска возможных путей стабилизации обстановки были созваны депутаты. Кроме того, было предложено принять обращение к народу Абхазии, политическим партиям и общественным организациям. Ситуация, которая сложилась в Абхазии, я не стану комментировать. Все вы знаете, все происходило прямо на наших глазах, но это уже произошло, слава Богу, без таких эксцессов, которые бы привело к нежелательным результатам, не произошло. Президент в результате ушел в отставку, вот. Но некоторые представители окружения президента написали заявление об уходе. Исполняющий обязанности президента удовлетворил их желание. Спикер парламента заявил о том, что со стороны некоторых представителей оппозиции на исполняющего обязанности президента Абхазии оказывается давление, в связи с чем у Валерия Абганба даже возникли проблемы со здоровьем. 18 числа у нас состоялось закрытое заседание, а собрание, депутатское собрание, на котором мы договорились, что те товарищи, которые подают заявление об уходе добровольно, значит, никто их не будет уговаривать, они будут освобождены. Но с назначением повременим до избрания нового президента. Такая условная договоренность, мне кажется, мы вынесли из этого нашего собрания. Но, к сожалению, есть какие-то группы, ходят, они письма какие-то оставляют с требованием освободить того или иного чиновника, предлагают свои кандидатуры и так далее. Исполняющий обязанности президента, на него оказывается давление, он нервничает. Я не хочу просто это говорить, но со здоровьем у него сейчас уже проблемы. Нервничает кто-то, еще что-то. Мы тоже нервничаем, депутаты, ничего страшного.
Все нервничают, народ нервничает за то, что 500 рублей пенсия. Все нервничают. Чуть-чуть кто-то пришел, кто-то что-то сказал, сразу мы в больницу бежим все дружно. Начиная от парламента, заканчивая до исполнительной власти. Для чего собрали нас? Поругать, что ли? Или что? Я не был у Рамшуховича, никакой места не просил, никакой нет. Если даже кто-то пошел в этом, ничего такого нет. Потому что было в предыдущих выборах что? Административный ресурс был задействован очень сильно. За это переживают, чтобы выборы спокойно прошли. Мы помним, как с помощью Абхазтопа еще чего-то клались дороги, там бетон лился или еще что-то. А теперь мы имеем 250 миллионов хищения там. Чтобы этого всего избежать, в спокойном, мирном русле происходят диалоги между исполняющим обязанности президента и представителями оппозиции или еще кем-то, не знаю. Не слышал я, что кто-то ругался. Давайте мы к чему-то придем. Нам надо найти согласие для того, чтобы провести выборы. Сегодняшнее назначение или продавливание там его президента, да, или приход к нему со списками тех, кого надо назначить. Но такие списки каждый из нас может составить здесь в полной мере и также к нему прийти. Это смотрит на это, нужно, не нужно. Не, мы говорили, я понимаю, но 18 числа парламент в том составе, в каком собирался, принял решение, что давайте не будем людей дразнить, давайте мы никого назначать не будем. Мы спросили, есть ли необходимость на те места, которые уволены, назначить людей. Он сказал, такой необходимости нету. Вы справляетесь с работой? Да, мы справляемся с работой. Мы можем провести все вместе выборы? Да, можем провести выборы. Вот на этом мы и остановились. Для обсуждения обращения было предложено 4 варианта текста. Некоторые из депутатов выразили несогласие с содержанием одного из них, что вызвало бурные споры. Следует отметить, что многим депутатам не удалось ознакомиться с этим вариантом, так как депутат Александр Анкваб порвал его. Это ваш документ, вы сейчас его хотели зачитать, Валерий Ильич. Вот правильно, вот такой документ закрывать и выкидывать надо. Иначе доведете до страну, до противостояния. И вот это вы там прописали. Накануне нас обзванивал человек, который собирает депутатов парламента. И она нам не сказала, о чем пойдет речь. Никто не знал. Ну а бумага кем-то готовилась, она не родилась просто так, понимаете? Это нас смущает, и это нам не нравится. В итоге содержание уничтоженного документа неизвестно. Депутаты так и не пришли к общему мнению. И, как выяснилось, решили вовсе не делать никакого обращения. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ, согласно которому исполняющим обязанности секретаря Совета Безопасности назначен Беслан Квициния. Под председательством вице-премьера-министра экономики Абхазии Эдгура Ардзенба и заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина состоялось совещание абхазо-российской рабочей группы. Стороны обсудили вопросы, связанные с предоставлением российской финансовой помощи Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2020 году с реализацией инвестпрограммы на 2020-2022 годы, а также с поставками электроэнергии в целях обеспечения энергобезопасности Абхазии. Кроме того, были обсуждены вопросы, связанные с выполнением условий предоставления дополнительной финансовой помощи в рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению ситуации в Банке Абхазии и обеспечению целевого использования предоставляемой Абхазии российской финансовой помощи. Мы обсуждаем текущий ход реализации инвестиционной программы. Есть у нас переходящие объекты с прошлой инвестиционной программы. И сейчас у нас новая фаза 2022. Новые проекты, в том числе один из ключевых для нашей страны объектов – детская республиканская больница. Сейчас мы говорили о техническом задании, которое должно быть согласовано с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Наше Министерство здравоохранения работает над этим уже. Определено место – это место строительства детской республиканской больницы. Это территория республиканской больницы. Там на этой площадке будет построено новое здание. Для чего было принято это решение? Для того, чтобы вся инфраструктура существующая, она дополняла. И это все было в едином комплексе. Это увеличит эффективность в целом вообще всего этого направления. И еще не менее важный вопрос – это вопрос поставок электроэнергии. Вот сейчас у нас острый кризис с уровнем воды, вы знаете, и очень сложная критическая ситуация. Поэтому сейчас мы с российскими коллегами обсуждаем возможность предоставления со стороны России перетока на вот этот период.
Так как вы знаете, что у нас имели место политические процессы внутри страны, к сожалению, это вызвало определенные задержки в работе правительства с нашей стороны. Дополнительно вы знаете, что в Российской Федерации сменилось правительство в полном составе, новый премьер-министр, и там как бы уполномоченные лица и так далее. Есть определенная заминка, как и с нашей, и с их стороны, и, к сожалению, это не влияет на нашу ситуацию, поэтому сейчас оперативно решаем, как можно быстрее все эти вопросы закрыть. Ну и другие технические вопросы, связанные с финансированием, текущим финансированием, предоставлением финансовой помощи на выплату заработных плат, это силовые структуры, Министерство внутренних дел и так далее. Объявлен конкурс на поставку оборудования для нужд аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 22 по 27 января в канцелярии аппарата Кабмина. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов по критериям, наиболее благоприятные условия оплаты для госзаказчика, наименьшая сумма конкурсного предложения. Максимальная стоимость всех лотов на 46 единиц техники составляет 1 196 000 рублей. Общественная палата Республики Абхазия объявляет о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций для избрания в состав палаты. Прием заявок будет осуществляться до 31 января текущего года. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Кан Кварча подвел промежуточные итоги своей деятельности на посту мэра и наметил ближайшие планы. Подробности в репортаже Нала Кофе. Прежде всего, как отметил Кан Кварча, были проведены кадровые изменения внутри коллектива. На работу приняты молодые специалисты, полные энтузиазма и желания преобразить столицу. Для нас важно было изнутри знать все проблемы города, а проблемы, они на самом деле очень большие. Когда мы всю картину собрали, конечно, была ужасающая картина. Для меня самое главное было, важно для меня было вот тот организм, который называется администрация города, чтобы он ожил и заработал. Я думаю, что вот это главное, что мы сделали. Градоначальник отметил, что 100 дней – это не такой большой срок, чтобы говорить о серьезных достижениях. Однако за это время было сделано немало. Это и освещение мостов, ремонт остановок общественного транспорта, очистка и озеленение улиц и тротуаров столицы. И, конечно же, высадка более 70 пальм, привезенных из Италии на набережной Сухума. К слову сказать, пальмы приобретены на собственные средства Кана Кварча. Аллея из нитеносной Вашингтоне растянулась от Абхазского драматического театра до кафе «Пингвин». Кан Кварча подчеркнул, что и в дальнейшем будет делать все, что в его силах, чтобы столица Абхазии стала привлекательной во всех отношениях. Мы постарались привести более-менее порядок на рынке. Наверное, кто из вас часто на рынок ходит, это видит. Особенно тот коллапс, который происходил все эти годы с транспортом. Более того, та новая техника, которая поступила к нам в эту отрасль, она, конечно, очень нам сейчас помогает, потому что все-таки, понимаете, новая техника – это, во-первых, лучший сервис для тех, кого мы перевозим, это в данном случае наши горожане. Я вот слышу сейчас, люди довольны, что транспорт чистый, начал убираться. Люди говорят, что в транспорте стало более приятно ездить. Ребята и в том случае, и в случае АТП, в случае троллейбусного парка, там новые назначенцы, ребята работают молодые, у них есть такое желание на самом деле вывести на новый уровень обслуживания. Мэр города также рассказал о том, что горожане часто обращаются с просьбами разрешить те или иные вопросы. В основном это проблемы протечки канализационных труб, мусора и многое другое. Мы стараемся реагировать незамедлительно, отметил Кан Кварча. Кто попадает ко мне, здесь в личной беседе мы стараемся какие-то вопросы решать. Кто не попадает, каким-то, сейчас это, наверное, не секрет, узнают мой номер телефона, пишут мне на WhatsApp. Есть пожелания, есть даже замечания на те дела, которые мы производим, даже подсказывает. Многие, я даже не знаю ни имен, ни фамилий, но я стараюсь реагировать. Вот когда мне пишут на WhatsApp, многие, наверное, на себе это почувствовали. Какие-то моменты в городе, они там проблема, здесь проблема, там вода пропустила, там свет, там, не знаю, что-то не убрано или что-то не приведено в надлежащем виде. То есть мы стараемся это реагировать. По поручению Кана Кварча профильный
профильные ведомства нанесли дорожные и пешеходные разметки, были обновлены дорожные знаки, приведены в порядок остановки городского транспорта, а также восстановлена остановка по Кадорскому шоссе. Что касается улиц Басария, Гулия и Дионуа, то, как отметил Канкварчи, они будут отремонтированы за счет инвестпрограммы 2020-2022 годов. Вопрос правил нарушений вылова рыбы у берегов Абхазии по-прежнему остается актуальным. Осенне-зимняя путина 2019-2020 годов, согласно постановлению Кабинета министров, была открыта с 25 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 26 декабря. Несмотря на то, что в 500-метровой зоне от берега рыбу ловить запрещено, многие рыболовецкие судна пренебрегают этим правилом. С целью выявления и пресечения нарушения правил рыболовства в Сухумской бухте состоялся совместный рейд абхазских экологов с российскими пограничниками, сотрудниками СГБ Абхазии и экологической прокуратуры. Обо всем подробно в репортаже Али Китрапш. Миграция хамсы к берегам Абхазии приходится с декабря по март. И каждый год во время путины в абхазской акватории Черного моря стоят иностранные рыболовецкие суда, которые нанимаются местными владельцами рыбоперерабатывающих заводов. В этом году в хамсовой путине участвуют 18 сейнеров. В ходе проведения рейда было осмотрено одно турецкое судно, которое осуществляло улов рыбы в районе Синопа. Досмотровая группа проверила документы у капитановой команды на право рыболовства на судно и на орудие лова, а также посмотрела промысловый журнал, где ведется учет улова рыбы. По результатам осмотра вся документация была в порядке. Однако, по данным российских пограничников, турецкое судно несколько дней назад было замечено в запретных для рыболовства зонах. Но капитан сейнера утверждал, что по их координатам они не нарушили 500-метровую зону. По данному объекту нарушение заключалось в том, что 500-метровая зона якобы была нарушена. Но по ходу сверки координат получилось так, что корабль находился на расстоянии от берега 700 метров. Мне тоже звонили с берега, говорили, что рыболовецкий сейнер находится на расстоянии 200-300 метров. То есть, стоя с берега, определить расстояние нахождения сейнера практически невозможно. Координаты, которые значатся на дисплее у турецких сейнеров, и координаты, значащиеся у российских пограничников, они немного разнятся. В этом будем разбираться по факту, по выходу на берег. Как правило, в путине участвуют рыбопромысловые суда в паре с грузоперевозчиком. Сейнеры, осуществляющие рыбную ловлю, должны находиться не ближе 500 метров от берега. Кроме того, запрещено ловить рыбу в устьях рек. Однако некоторые суда пренебрегают этим правилом. В таких случаях российские пограничники составляют протокол о нарушении и передают абхазским экологам, а те, в свою очередь, выносят соответствующее решение о штрафных санкциях. К злостным нарушителям применяют более жесткие меры. Штрафные санкции у нас, к сожалению, максимально это 3000 рублей, материально, если говорить. Но мы имеем еще возможность отстранения от промысла на 3 суток. В прошлом году мы воспользовались трижды от отстранения от промысла. В этом году пока идет, мы только получили 3 протокола по нарушениям от российских пограничников. По ним мы уже приняли постановление. Идет обработка еще 4 нарушений, но по ним еще протоколы мы не получали. Однозначно, там один из этих сейнеров уже числится как злостный нарушитель. По нему, наверное, мы будем принимать отстранение от промысла на какое-то время. Согласно постановлению Кабинета министров, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов составляет 35 тысяч тонн. На сегодняшний день уже выловили около 27 тысяч тонн. Экологи внимательно наблюдают не только за путиной, но и за методами лова рыбы. Кроме кошелькового невода здесь не должно быть никакое другое орудие. Если есть эти орудия, или изымается, оставляется на берегу, или же пломбируется на борту. При лове кошельковым неводом, это орудие лова при ловле хамсы, попадание других посторонних рыб в больших объемах категорически невозможно. Но прилов при этом допускается. По определению кошельковым неводом нельзя ловить другие рыбы. Просто они, рыбы ведь тоже группируются по вертикали на водной толще.
хамса держится где-то в средних слоях. А те, о которых мы говорим, цены рыбы, они более глубоководные, и потому они не попадаются в эти сети. Ежегодно в период хамсовой путины общественность обеспокоена тем, что многие суда не только нарушают запретную зону, но и осуществляют незаконный улов другой рыбы, что впоследствии может привести к сокращению водных биологических ресурсов. Однако, как говорят экологи, повода для беспокойств нет. Если в хамсовую путину в акватории Черного моря Турецкая республика вылавливает до 300 тысяч тонн, если Грузинская республика вылавливает от 120 до 150 тысяч тонн, от того, что мы ловим от 30 до 50 тысяч тонн популяции хамсы, с нашим воздействием, я думаю, что никак не уменьшается. Вообще нормализовать этот процесс обязательно нужен, но нужен обязательно с участием всех заинтересованных государств на Черном море. Рейдовые мероприятия в период хамсовой путины у берегов Абхазии будут проводиться с периодичностью 2 раза в неделю до конца марта. Затем будут подведены их итоги. Аля Катраб, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В офис ветеранской организации «Аруа» проникли неизвестные лица и разбросали бумаги по всему кабинету. Как подтвердил нашей редакции председатель общественной организации «Лягуния», в офисе не было ценных вещей, только компьютеры. Представители организации выясняют, что именно унесли взломщики. По факту проникновения руководство организации обратилось в правоохранительные органы. С 14 января проводятся ремонтные работы в однопутном 3-километровом тоннеле в районе Туапсе, в связи с чем изменилось расписание движения поездов Москва-Сухум. Все подробности у Гугуцы Вардания. По старому расписанию поезд Москва-Сухум прибывал в столицу к 11 часам утра, а отправлялся в путь в половине 3-го. Однако сейчас расписание немного изменилось. Теперь поезд прибывает в Сухум в 3 часа дня, а отбывает в 19:43. Такие изменения в расписании движения поездов связаны с ремонтными работами в Лысогорском туннеле в районе Туапсе. Теперь путь железнодорожного транспорта пролегает не через Краснодар, как раньше, а через Белореченск. Лысогорский туннель, он находится как раз на участке Горячий Ключ и Туапсе. И поэтому все поезда, не только пассажирские, грузовые поезда, которые на Адлер и в том числе в Республику Абхазию, сегодня все поезда грузовые пассажирские идут через Белореченск. Раньше поезд прибывал по нечетным числам, теперь же будет прибывать по четным числам календаря. Пассажиры по-разному отнеслись к новому графику. Очень даже удобно, нормально. Расписание, то, что изменилось, как раз устраивает очень. Ездию часто. Даже хорошо, что днем приезжает. Даже отлично, что днем. Очень неудобно, потому что в 3 часа прибывает, там ты садишься вечером, целый день ты едешь, только в 3 ты здесь. Конечно, неудобно. Часто ездите? Да. Изменения в расписании движения поездов временно. Ремонт в Лысогорском тоннеле завершится в конце апреля, после чего движение железнодорожного транспорта будет организовано по прежнему графику. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Новогодняя Москва в этом году окрасилась еще одним поистине ярким и значимым событием для всего культурного мира. И виной тому стал юбилей нашей соотечественницы, великолепной Хиблы Гирзмава. По случаю дня рождения народной артистки Абхазии и России в Государственном Кремлевском дворце прошел благотворительный концерт «Хибла Гирзмава и друзья». В этот праздничный вечер одну сцену делили Хибла Гирзмава, Анна Нетребко, Юсиф Ивазов, Денис Мацуев и многие другие звезды музыкального мира. Инструментальное сопровождение обеспечил оркестр под руководством маэстро Владимира Спивакова. Кто пришел поздравить знаменитую оперную диву с днем рождения и как прошло это значимое мероприятие, расскажет Амелия Бисмарк. В воскресенье, 19 января, поклонники оперной музыки давно отметили в списке значимых событий 2020 года. Ведь на эту дату был назначен концерт «Хибла Гирзмава и друзья». К своему юбилею народная артистка Абхазии и России подготовила зрителям уникальный подарок – масштабное культурное мероприятие с эксклюзивной программой. Зал Государственного Кремлевского дворца в самом центре Москвы был полностью заполнен. Разделить с собой праздник Хибла Гирзмава пригласила большую делегацию из Абхазии.
Этот действительно уникальный концерт неспроста получил название «Хибла Герзмава и друзья». На главной сцене России встретились музыканты мирового уровня. Прозвучали и неожиданные дуэты. Восторг публики словно на мгновение стал осязаемым, когда на сцене встретились две величественные королевы оперного искусства – Хибла Герзмава и Анна Нетребко. Сюрпризы продолжились и во втором отделении. Имена, которые в этот день произносили ведущие, вызывали бурные аплодисменты публики. Одну из песен Хибла Герзмава исполнила под аккомпанемент Александры Николаевны Пахмутовой. Говорят, замысел судьбы имеет большое значение в жизни человека. Так бывает у простых и у великих. Однако еще никто не отрицал мнение, что для становления личности подобного масштаба, как Хибла Герзмава, роль играет характер, под силой которого судьбе не остается ничего, кроме как благоволить. Достойное место в жизни Хиблы Герзмава занимает Родина. 6000-ный зал Кремлевского дворца замер, когда со сцены прозвучала трагическая колыбельная «Щищнани». Эта красивая встреча стала серьезным вкладом в культуру гуманизма. Все вырученные от концерта средства были перечислены в фонд «Подари жизнь» и благотворительный фонд Владимира Спивакова. Огромная радость, прекраснейший, счастливейший повод. И мы желаем Хибле счастья, успехов и вот этой круга друзей вокруг, который был сегодня, чтобы он был всегда и только рос и креп. Хибла очень близкий мне человек. Я очень ценю ее талант как певицы, но не в меньшей степени я ценю ее талант как друга. И вот эта южная теплота, эта южная щедрость, она всегда очень согревает всех вокруг. После того, как я сегодня послушала народную абхазскую песню, мне очень захотелось выучить абхазский язык. Хибле я пожелать хочу счастья, здоровья и удачи. А концерт был прекрасный, она великая певица, замечательная. Все испытали огромное чувство воодушевления, счастья, когда мы это слушаем. Почетное место среди приглашенных занимают участники абхазской делегации. Здесь представители московской диаспоры, а также официальные лица, приехавшие из республики на празднование. Хибла Герзмава, знаете, это актриса, певица, личность, которая, наверное, вот свыше нам дарована. Потому что вот то, что было сегодня, когда в Кремлевском дворце на главной сцене России огромный 6000-ный зал, заполненный до отказа, когда люди внимали просто каждому нюансу, каждой интонации ее голоса, когда аплодисменты просто, люди стоя аплодировали нашей
великой артистки в Москве, да, в Кремлевском дворце, ну, это, наверное, самое прекрасное, что может быть. Даже, наверное, трудно было бы себе представить, что абхазская артистка может достичь такого величия, абсолютного величия, мирового масштаба. Амелия Бисмарк, Валерий Кокоскир, Абхазское телевидение. В сентябре 2018 года на базе Детского фонда Абхазии была создана общественная приемная. Основные задачи организации – содействие в обеспечении социальных и правовых гарантий качества жизни несовершеннолетних, пропаганда приоритета семьи, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей, содействие несовершеннолетним и их представителям в защите прав и законных интересов. Общественная приемная осуществляет информационно-консультативную деятельность, оказывает непосредственную помощь в конкретных ситуациях. Приемная открыта для посетителей ежедневно с 11 до 16 часов, кроме выходных. В Центре детского творчества «Айнар» прошла выставка работ учеников арт-студии «Мухус». Посетителям было представлено более 150 работ в разных жанрах. Подробности в следующем репортаже. На выставке представлены экспозиции разнообразных жанров – рисунок, живопись, графика, натюрморты и портреты. Также можно было увидеть работы прикладных направлений, такие как папье-маше, вышивка лентами и экопластика. Это первая отчетная выставка учеников арт-студии «Мухус». Выставлено здесь около 150 работ, но было сделано их более 200. Мы выбрали самые лучшие, и так как выставочное помещение не позволяет выставить все работы, хотя они были все очень хорошие, и мы выбрали самые-самые. Помимо картин сегодня представлены скульптурки небольшие, выполненные в технике папье-маше. Дети выбирали понравившихся им зверей, также они могли выполнить небольшие куклы, расписывали камни, делали из них композиции. В данный момент у нас есть 3 группы – младшая, средняя и старшая. Сегодня в арт-студии обучаются более 30 человек в возрасте от 5 до 17 лет. Выставка была посвящена Новому году. И юные художники подошли к первому в своей творческой карьере мероприятию с особой любовью и трепетом. Всю свою фантазию попытались передать в новогодних открытках, расписанных морских камнях и необычных скульптурах. Вообще у меня в студии много работ. Я люблю заниматься живописью, рисовать красками. Также люблю заниматься графикой, рисовать карандашом, гелевыми ручками. Вот мои картины. Вообще у меня больше 10 картин, но самые лучшие, которые я нарисовала, они висят здесь. Я хожу в арт-студию «Мухус» около полугода, где-то 7-6 месяцев. Я нарисовала достаточно много картин. Больше всего мне нравится концентрированное рисование и работа пастелью. Арт-студию «Мухус» открыли летом прошлого года 3 преподавателей кафедры изобразительного искусства – Мактина Гогия, Оксана Барзаня и Аида Аджба. Арт-студия расположена в Национальной библиотеке имени Папаскир. И, по словам преподавателей и организаторов выставки, это место выбрано не случайно. Я очень рад сегодня увиденным, потому что я прекрасно помню несколько месяцев назад мы с вами открывали эту замечательную студию на базе Национальной библиотеки Республики Абхазия. И место было не случайно подобрано. Это действительно центр науки и культуры, можно так назвать, потому что это библиотека, она современная. Слава Богу, у нас есть где заниматься. Уютное место и очень приличное. Работают замечательные преподаватели. Они все молодые, энергичные, но с достаточным определенным опытом работы. Мы им доверили, и они сегодня показывают свои первые результаты. Главной своей задачей руководители арт-студии «Мухус» называют всестороннее развитие детей, приобщение их к изобразительному искусству путем обучения сразу по нескольким творческим направлениям. И в конце выпуска прогноз погоды.
По информации Гидромедцентра, 22 января в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый. Местами дождь со снегом, снег в предгорьях и горах, снег. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +2, 7. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.